Открывают круглый стол с подведением итогов деятельности Комэкологии Республики за этот год. Так, комитет провел комплексную работу по пресечению загрязнений водных объектов. Почти везде незаконно подведенные канализационные трубы демонтированы. Экологи провели большое количество мероприятий. Самая масштабная акция «Вода России», в рамках которой очищены берега 20 рек Ингушетии. Комитету удалось создать первую особо охраняемую природную территорию регионального значения. Работу в этом направлении планируется продолжить. В Республике Ингушетия реализуется региональный план года экологии, согласованный с Министерством природных ресурсов России, в который включено было 84 мероприятия, 3 из которых вошли в федеральный план года экологии. Указанный план мероприятий направлен на внедрение системы обращения с отходами, рациональное использование природных ресурсов, решение проблем загрязнения окружающей среды, в том числе всех водных объектов, развитие особо охраняемых природных территорий и экологическое просвещение населения. Все запланированные мероприятия плана исполняются в установленные сроки. Неудивительно, что на форуме затрагивает эту тему. Год экологии завершается, и Ингушетия – один из субъектов России, который удалось на порядок улучшить экологическую ситуацию в регионе. Республика Ингушетия уже второй год подряд в рамках мероприятия «Вода России» заняла первое место. Это очень радует и вызывает гордость. И дальше мы не намерены это место уступать, конечно. Дополнительно считаю немаловажным отметить, что исходя из официального доклада министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Республика Ингушетия признана субъектом, оказывающим наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Это по результатам доклада о состоянии окружающей среды за 2016 год. Итоги, проведенной в 2017 году общественной акции «Вода России», подвела председатель межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз». По ее мнению, главный успех акции в консолидации усилий всех слоев общества, а разработанная инновационная программа превратила ее из простого субботника в широкую масштабную экопрограмму. Мы получили все отчеты регионов. Понимаете? И здесь вот, например, Ингушетия за каждую свою акцию отвечает именно так, как это было. В рамках «Вода России» провели, сделали. Вызвать интерес нашего населения и вот повысить действительно эту гражданскую активность и ответственность. И вот здесь, когда просто именно Министерство природных ресурсов просто чуть-чуть, да, пытается сорганизовать это все в систему и поддержать, вот это самое главное. И в этом отношении вот ваша республика действительно является примером и тиражирование этого самого успешного опыта. Большое внимание уделили и вопросу исчезновения водного потока в русле реки Сунже на границе Ингушетии и Северной Осетии и выработки мер по решению этой проблемы. Исток реки находится на высоте 1200 метров, где в это время, а именно маловодный период, почти что не выпадает осадков. После проведенных обследований выяснилось, что у верховья Сунжи сток и вовсе отсутствует. Кроме того, на территории Северной Осетии нет водозаборов, что приводит к снижению воды в русле реки. Как известно, водоток в русле реки Сунжа на границе республики Ингушетия и РСО-Алания ежегодно уменьшался и исчез в конце 90-х годов прошлого столетия. Что послужило к возникновению данной экологической проблемы, официально достоверной такой информации нету. И нет ее в связи с отсутствием сведений мониторинга соответствующего реки Сунжа на указанном участке, то есть имеется в виду это от истока и до границы Республики Ингушетия. Участники круглого стола отметили, что в этом году проведена колоссальная работа по улучшению экологической ситуации в регионах, но на достигнутом останавливаться специалисты не собираются. Впереди еще больше нерешенных задач. И год экологии – это только старт на пути улучшения экологии всей страны. Хади Добриева, Лейла Гайсанова, Новости 24.